Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Более 150 российских специалистов направят на помощь после взрыва в Бейруте. Прибыли 2 первых самолета. Жатайская судоверфь должна быть сдана в срок. Айсен Николаев провел совещание по реализации объекта. И в ожидании очередной победы якутского кинематографа фильм «Пугало» вошел в основной конкурс фестиваля «Кинотавр». Два самолета МЧС России с оборудованием и специалистами для оказания помощи после разрушительного взрыва прибыли в столицу Ливана. Всего ведомство планирует направить в Бейрут 5 самолетов. Они доставят аэромобильный госпиталь и лабораторию Роспотребнадзора. Также в Ливан прибудут врачи и спасатели аэромобильного отряда «Центроспас». По данным МЧС, всего в Бейрут направят около 150 человек. Напомню, накануне в районе морского порта ливанской столицы произошел взрыв, хранившийся на складе аммиачной селитры. По последним данным, погибли 135 человек, более 5000 ранены. Площадь лесных пожаров в Якутии значительно выросла. На территории республики зафиксировали более 120 природных возгораний. Площадь активного горения около 380 гектаров. За прошедшие сутки возникло 57 пожаров, 18 ликвидировано. Борьбу с огнем ведут 840 человек и 95 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Аймиконском, Усть-Майском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Задымление ощущают в 2 десятках населенных пунктов на территории 6 улусов. Между тем, в Якутске третьи сутки подряд фиксируют загрязнение воздуха из-за смога. По данным Республиканского управления Роспотребнадзора, выявленные вещества превышают норму по нескольким показателям. Концентрация оксида углерода выше нормальных значений на 0,6, диоксида азота на 0,01, взвешенных частиц на 0,15 миллиграммов на кубометр. Задымленность в столице региона также вызвана лесными пожарами. Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. За сутки выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 45 в Якутске. Также инфекцию регистрируют в Алданском, Булунском, Верхоянском, Намском, Нерюнгринском, Мегиноконгаласском, Мирнинском и Нюрбинском районах. Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и отправлены на изоляцию. Зафиксирован и 1 летальный случай. Мы продолжаем агитировать, принимать все меры по безопасности, противоэпидемических мероприятий, соблюдать масочный режим, дистанцирование. Кроме того, сегодня у нас ведется подготовка по открытию образовательных процессов, как в школьных, детсадовских образовательных учреждениях, так и высшего профессионального звена. Мы совместно с Министерством образования, с Роспотребнадзором разрабатываем новые правила поведения наших студентов, учеников, воспитанников детских садов. Сегодня мы занимаемся тем, что проводим профилактические мероприятия, в том числе связанные и с переездом, эмиграцией наших жителей, которые едут в отпуск, либо возвращаются в отпуска. Продолжаем выдавать справки, кто хочет выезжать в санаторий. Еще раз акцентирую внимание, для того, чтобы выезжать сегодня не требуется заборов каких-либо анализов. Необходимо только получить справку о благополучии, которую также можно получить в рамках облачной поликлиники. Свыше 5,5 миллиардов рублей выделено на первый этап строительства Жатайской судоверфи. Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференц-связи провел совещание, где рассмотрел реализацию объекта. Это один из 2 проектов строительства судоверфи, который реализуется на всей территории страны, отметил важность объекта во вступительном слове руководитель региона. Глава республики подчеркнул, что сроки строительства и ввода Жатайской судоверфи крайне сжатые. Айсен Николаев озвучил ряд проблемных вопросов по строительству объекта, связанных с темпами работ и земельными участками. Подводя итоги совещания, глава поручил исполняющему обязанности премьера Якутии Андрею Тарасенко взять проект под личный контроль. В Якутске продолжаются ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня дорожники вышли на участок улиц Курашова и Орджоникидзе. Там находится мой коллега Александр Хавренко. Саша, привет! Какие работы уже ведутся на этом участке? Приветствую, Сергей. Улица Курашова, наверное, самый большой участок для дорожных работников. Сегодня действительно, да, дошли они до перекрестка от улицы Орджоникидзе до проспекта Ленина. Ну, как вы можете видеть, уже снят асфальт.
на одной полосе. Сейчас они приступили к тому, что снимают асфальт на второй полосе. Движение на этом участке не перекрыто, потому что все понимают, что в городе очень много машин, и если перекрыть движение, то будут пробки и создастся коллапс. То есть все работы в Якутске на дорогах сейчас пытаются проводить без перекрытия движения. Но все-таки один участок дороги сегодня был перекрыт. Это участок дороги от перекрестка улиц Курашова до перекрестка с улицей Петра Алексеева. Это участок улицы Орджоникидзе. Но перекрыт он по одной простой причине, потому что ремонт дорог – это комплексное мероприятие, и в том числе задействованы очень многие службы, в том числе газовая служба. И сегодня на этом участке газовая служба меняет газопровод. Газопровод старый, 60-х годов, поэтому требует замены. Так как работы с газом огнеопасны, вообще могут представлять опасность для окружающих, поэтому дорогу пришлось перекрыть. Но, как сказали нам представители газовой службы, уже сегодня они извлекут старую трубу, вместо нее поставят новую трубу, все засыпят, и уже сегодня к вечеру движение по дороге Орджоникидзе будет открыто. Хочется, конечно, обратиться в первую очередь к жителям города, чтобы они относились чуть-чуть спокойнее, чуть толерантнее к тому, что происходит в городе. Потому что, да, действительно, проехать в некоторых местах очень сложно, а пройти иногда бывает еще сложнее, так как убрана тротуарная плитка, приходится ходить по песку. Но сезон ремонтный в городе очень короткий, поэтому дорожникам надо успеть сделать все до тех пор, пока не пойдут дожди, чтобы не было, как в прошлом году, когда асфальт приходилось класть в дождь и прямо в лужи. Поэтому давайте немножко потерпим, и скоро в нашем городе будут качественные, хорошие автомобильные дороги. Сергей, на этом у меня вся информация. Саша, спасибо. Александр Хавренко в прямом эфире рассказал о ремонте улицы Орджоникидзе в столице региона. Тем временем в Нерюнгри уже подходит к концу капитальный ремонт улицы Карла Маркса. Это одна из центральных улиц. Именно на нее приходится основной транспортный поток города. Срок окончания муниципального контракта – 1 сентября. Екатерина Павлова о завершении работ. Капитального ремонта улично-дорожная сеть столицы Южной Якутии не видела с момента основания города. Нерюнгринскому асфальту под 50. Сложные климатические условия и практически полное отсутствие ливневой канализации делали свое дело, разрушая асфальт с каждым годом. Ежегодно по причине нехватки средств на капремонт администрация вынуждена обходиться ямочным ремонтом струйно-инъекционным способом. Устраняем различные недочеты по предписаниям ГИБДД. В общем и целом, такой вот комплекс работ для того, чтобы поддерживать дороги в исправном состоянии. Но опять-таки скажу, что это не так-то и просто, потому что в целом дорожное полотно, оно было построено единовременно в 80-х годах. И, конечно, это все пришло уже вот такое печальное состояние, что наш ямочный ремонт и так далее, они уже, скажем так, они уже не помогают. В прошлом году начался долгожданный капитальный ремонт улицы Карла Маркса, заявленный по программе развития Нерюнгри как моногорода. Замена дорожного полотна и бордюрного камня, работы по отводу ливневых вод, капремонт пешеходных тротуаров. Общая стоимость работ более 108 миллионов рублей. Большая половина выделена из республиканского бюджета. Сегодня работы приближаются к своему завершению. В общем и целом мы считаем, что работа проведена такая значительная. Но это хотелось бы, чтобы это был только, такой первый этап для кардинальной реконструкции дорог в городе. Мы очень хотим попасть в программу, чтобы нам выделили средства и помогли с финансированием по ремонту улицы Ленина. Это вторая, такая важная задача. Хотелось бы, мы сейчас подготовили все документы, участвуем в конкурсе, и надеемся, что, наши пожелания воплотятся в жизнь. Выполненные работы позволили отвести дождевые и талые воды с улицы Карла Маркса. Работы по восстановлению ливневой канализации на проспекте Ленина будут выполнены параллельно с капитальным ремонтом проспекта. В связи с ремонтными работами до 10 августа перекрыто движение автомобильного транспорта на перекрестке улицы Карла Маркса и проспекта Ленина. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
В алмазной столице полиция разогнала несанкционированное многолюдное мероприятие. Шоу-группа «Удаган» в честь своего рождения в Мирном организовала праздничный концерт. На официальной странице группы в Инстаграм было размещено объявление о праздничном шоу с призывом выйти и поддержать участников. При этом солисты просили зрителей не забыть надеть защитные маски. В итоге посмотреть на праздничное шоу пришло более 1000 горожан. Масштабное мероприятие остановили сотрудники полиции, задержав солистов группы. Зрителей попросили покинуть комплекс. Недовольные горожане в поддержку организаторов торжества скандировали название коллектива. Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, повлекшем смерть Сергея Захарова. Соответствующее заявление он сделал при рассмотрении его дела по существу. Ефремов заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит, что происходило в момент аварии. Слушание по делу Михаила Ефремова проходит в Пресненском суде Москвы. Обвинение настаивает на том, что актер в день аварии двигался со скоростью, превышающей установленный лимит на 25 км в час. Напомню, в июне управляемый Ефремовым джип выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Вскоре он умер от полученных травм в больнице. Сегодня для обвинения это был очень удачный день. Если все остальные будут такие, то, в общем, это замечательно. Дело в том, что выступали сегодня, давали показания 4 свидетеля, из которых 3, на мой взгляд, очень важных, если не ключевых. Это работники ГИБДД, которые все говорили приблизительно одно и то же. Во-первых, все очевидцы, которые собрались мгновенно после трагедии, которая произошла 8 июня, указывали на то, что за рулем находился господин Ефремов и в машине никого не было. У меня есть запись, потому что я проводил собственное расследование, я завтра тогда покажу, если еще раз вы меня пригласите, на которой видно, что именно господин Ефремов выходит из машины и именно с водительского места. Эта запись будет фигурировать, конечно, в суде. Качотта, рикотта, моцарелла. В Якутии активными темпами развивается сыропроизводство. Основным лидером в регионе является организация «Кладовая Алекмы». Годовой план составляет 80 тонн сыра. Само приготовление продукции состоит из нескольких этапов. Последнее и важное – это созревание в специально охлажденном месте. Срок до готовности сыра зависит от сорта. В основном это 1 или 1,5 месяца. А в этом году у регионального производителя появится еще один продукт – сыр под названием «Булус». Будут производить в селе Качикацы Хангаласского улуса. Необходимо отметить то, что в последние годы у нас очень активно идет развитие данного направления. Сыры производятся у нас разных видов. Основные это Амга и Алекма производят твердые сыры. Вилюйский и Хангаласский будут производить мягкие сыры. А Чурапчинский район делает копченый сыр адыгейский. На пути к очередному успеху якутский фильм «Пугало» вошел в основной конкурс фестиваля «Кинотавр». Картина якутского режиссера Дмитрия Давыдова вошла в список основного конкурса. Сюжет фильма рассказывает о женщине с даром лечить людей. Все сторонятся и боятся ее, но тайком по ночам спешат к ней домой. Ведь только она может избавить их от болезней. Женщина знает, что дар когда-нибудь погубит ее, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение. В основном конкурсе этого года 13 картин. Председателем жюри полнометражных фильмов стал режиссер Борис Хлебников. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.